Сегодня в видео ты найдешь десятку крутых игр для своего телефона или планшета. И всем привет, братюни и сестрюни, меня зовут как всегда Лайк. Ставь лайк, если ищешь во что бы поиграть. И комментарий, который останется без ответа, попадет в следующий выпуск. Усаживайся поудобнее, наливай чаёку. Ну а мы с тобой начинаем ролик. Атмосферная игра на Диком Западе, где зомби-эпидемия. Главный герой был обвинен несправедливо, но теперь он вернулся, чтобы найти своих близких и отомстить за свою разрушенную жизнь. Но это не так легко, потому что повсюду полно зомбаков, которые будут готовы тебя съесть. Чтобы выжить, нужно искать ресурсы, крафтить броню и оружие и найти других людей. Но будь осторожен, и крафтинг в игре очень важен. Ты можешь создавать свою экипировку и даже лекарства, чтобы не превратиться в Шрека после того, как тебя покусают зомбаки. В игре много интересных заданий. Есть охота на боссов, которые сильнее и опаснее других зомбаков. Так что если хочешь почувствовать себя настоящим выжившим в мире, полном зомби, то эта игра точно для тебя. Забудьте про махание мечом и прочую фигню. Здесь вам придется задумываться и тактически действовать. И да, если вы уже видели эту игру в моих старых видео, то знаете, что она обновилась, стала еще круче и теперь доступна на iOS. А самое интересное, в этой игре враги не тупые. Они будут пытаться обойти вас, атаковать с разных сторон и даже блокировать ваши удары. Но не расстраивайтесь, у вас будет возможность показать свои навыки и использовать разные вооружения. Вас ждут логические битвы в стиле головоломки, где нужно думать, которые не дадут вам заскучать. А еще тут можно будет почувствовать себя настоящим Джоном Уиком, отбиваясь от врагов, чтобы выжить. Как тебе отсылка? Но, пожалуй, самое главное – это атмосфера. Она прям крутая. Отличная графика и классное звуковое сопровождение не оставит вас равнодушным. И я уверен, если вы раньше в нее играли, и даже если нет, то сейчас точно самое время. Игра, которая перенесет тебя в Сибирь. Да, тут тебя ждут гонки на грузовиках, и твоей главной задачей будет проехать по бездорожью от точки А до точки Б. Кроме карты и компаса у тебя ничего нет. У нас тут и погода, и местность довольно экстремальная. А еще есть разные другие факторы, которые будут всегда против тебя. Но не сдавайся, и у тебя все получится. Физика тут прям огонь. Видя, как транспорт реагирует на каждую яму, как брызги грязи во все стороны, а колеса все время крутятся и скрипят. Лайк, привет. Можешь сказать мне приятного аппетита? Конечно, брат. Приятного тебе аппетита. Приготовься к космическому приключению, которое точно тебе понравится. А в этой супергеройской игре соберутся все герои из комиксов Marvel, такие как Железный Человек, Капитан Америка, Халк, Человек-паук и много-много других героев, чтобы отправиться в опасный поход и найти ту самую деталь – супероружие. Конечно же, наших героев ждет немало препятствий. Злой Локи и его прихвостни будут пытаться заполучить деталь сами. Так что наших героев ждут эпичные битвы. И в целом, кто соскучился по лего-играм, очень советую поиграть. Шутер в духе старой школы, вдохновленный классикой вроде Doom и Quake. Тут ты будешь мочить монстров на огромных аренах с помощью крутого арсенала оружия и всяких прикольных штук. А враги тут не шуточные. Зомби, мутанты, инопланетяне и еще куча других чудовищ. Действие игры проходит на различных заводах, заброшенных деревнях и шахтах. Ну что, готов покорить этот безумный мир? Это еще одна крутая игрушка про черепашек-ниндзя. Дело в том, что у них пропал их учитель Сплинтер, и наши герои Леонардо, Микеланджело, Донателло и Рафаэль решили отправиться на спасение. Они покоряют крыши, улицы и даже канализацию Нью-Йорка, чтобы найти своего мастера. Но это не так просто. В процессе игры черепашки раскроют тайны похитителя Сплинтера и узнают все больше о том, что происходит. К тому же у них будут свои союзники, такие как Эйприл и Кейси Джонс. К сожалению, на данный момент игрушка доступна только на iOS. В целом очень круто, но ждем и на Android. В этой
игре ты будешь океанологом. Это человек, который занимается подробным исследованием морского мира. И это касается всех его аспектов. То есть растения, животные, разного рода потерянные объекты и даже морские явления. И, конечно же, на счету нашего профессионала подводного дела самые современные технические оснащения. По мере того, как мы покоряем сюжет, мы будем строить себе крутую субмарину. В игре мир неповторим. Ваше каждое погружение – это новое приключение, и вам не стоит бояться. Как ты уже, наверное, догадался, игра работает через эмулятор, а если быть точным, эмулятор Nintendo. И скачать инструкция, как поиграть, можно будет у меня в телеграм-канале. Ссылочка будет, как всегда, в описании. Это крутая комбинация механик, рогалика и классических исследований подземелий. А еще прям полноценный РПГ. Тут можно выбрать одного из 3 классов персонажей. Такого как Страж, который дерется дубиной. Оборотень Рейнджер, который косит всех луком. И маг, который пускает фаерболы. Теперь внимание. Главное, каждый раз, когда ты заходишь в игру, мир генерируется случайным образом. Так что забудь про повторы. А кстати, героя тут можно улучшать прям по полной. Начиная от обилок, заканчивая броней и оружием, которое мы найдем на пути. А еще тут есть деревня у входа в подземелье, где можно подшаманить свои снаряжения и продать все сокровища, что мы найдем. В игре все вещи разделены на 5 уровней, от обычных до легендарных. И самое крутое, если ты хардкорный игрок, то тут есть такая штука, как сложный режим. То есть после гибели придется начинать игру заново. Так что настраивайся на реальный вызов и готовься распечатывать кнопку «Новая игра». И вообще, если ты соскучился по довольно хардкорным RPG-рогаликам, очень советую поиграть. Это игра, где ты сможешь почувствовать себя настоящим снайпером, где придется проходить кучу разных заданий и с точностью выбирать цели. В одной миссии у тебя будет злодей с заложником, а в другой ты помогаешь полицейским с бандой. Вашей целью будут самые разыскиваемые и опасные преступники. Опираясь на разведывательные данные, необходимо занимать выгодные позиции, точно выстреливать и поражать эту цель. После перемещаться на новые локации. В целом, кто соскучился по снайперским играм, очень советую поиграть. Это игровая серия про фермерство, которую все любят, и она вернулась. Тут куча разных новинок, но давай разберемся по порядку. Тебе придется стать частью большого фермерского мира. Выращивать сельскохозяйственные культуры, рубите лес и изготавливайте древесину, перевозите товар по нужному маршруту, обучитесь спахивать и полоть. Это еще многое другое ждет тебя тут. Более 100 разновидностей техники и разных инструментов станут ключом к заветной цели. Не забудь собирать урожай и торговать им на рынке, чтобы развиваться. А вишенкой на торте стала обновленная графика. А скачать ее можно будет у меня в телеграм-канале, а ссылочка будет, как всегда, в описании. Ну а это у нас, как обычно, бонусная игра, где ты уже сейчас можешь записаться на пререгистрацию, и когда она выйдет, поиграть в нее самым первым. Эта игрушка вдохновленная радугой, то есть нас ожидают схватки в небольших помещениях, но с большой кастомизацией оружия. Выглядит правда круто, поэтому ждем. Ну а меня звали, как всегда, Лайт. Ставь лайк, а также можешь посмотреть вот эти крутые топы. И всем пока-пока!